Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. К 70-летию со дня рождения ученых-языковедов Вячеслава Бганбы и Эммы Килба. 67-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований. К 90-летию со дня рождения почетного профессора АГУ Серапиона Кишмари вечер памяти состоялся в Абхазском госуниверситете. Кузня как место возрождения. В Абхазии активно развиваются традиционные ремесла. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Бжаня отбыл с рабочим визитом в Москву. В графике поездки главы государства запланированы встречи в администрации президента, правительстве и Совета безопасности Российской Федерации. Вопросы региональной безопасности и социально-экономического развития Абхазии обсудили на встрече во вторник президент Абхазии Аслан Бжаня с первым заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, сообщает ТАСС. С учетом наступающего туристического сезона обсуждены вопросы обеспечения безопасности прибывающих в Абхазию российских туристов, отметили в Совбезе России. 20 вопросов повестки дня рассмотрят депутаты Народного собрания парламента Абхазии в ходе очередного заседания сессии в среду, 19 апреля. Среди них постановление о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части регулирования НДС, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, о внесении изменений в закон о рекламе и другие вопросы. Информация правоохранителей. Генеральная прокуратура Абхазии задержала Ираклия Даура Богатели по делу о порубке липы на Алых-Наште. На время следствия Ираклий Богатели заключен под стражу, а в отношении Даура Богатели суд избрал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Уголовное дело по факту повреждения полуторавекового дерева было возбуждено 10 апреля. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности сотрудниками подразделений госавтоинспекции, за прошедшую неделю выявлено 2202 нарушения правил дорожного движения, из которых 119 за нарушение норм тонирования автостекол, автомобили растонированы на месте. 156 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Судмедэксперт Андрей Боба дал показания в суде по делу о тройном убийстве на набережной. Его пригласили по просьбе стороны защиты в качестве эксперта, который проводил судебную медицинскую экспертизу в отношении подсудимого Беслана Бганба. По ходатайству адвокатов к материалам дела также приобщили экспертизу в отношении фотоснимка, на котором запечатлены следы от ранения на теле Беслана Бганба. По их версии, ранение, признанное судмедэкспертом как огнестрельное, было получено подсудимым задолго до тройного убийства на набережной. Подробнее в ближайших выпусках Надежда Боровикова. Приказом Министерства по налогам и сборам от 13 апреля утверждена новая форма налоговой декларации по НДС и порядок ее заполнения в целях упорядочения работы по административным налогам на добавленную стоимость. В соответствии с утвержденной формой налоговая декларация по НДС представляется организациями, начиная с налогового периода мая 2023 года, и может предоставляться в налоговые органы на бумажном носителе в срок до 15 декабря 2023 года включительно. Скачать файлы налоговой декларации, порядка ее заполнения можно на официальном сайте Министерства по налогам и сборам. Печальная весть. После продолжительной болезни ушел из жизни ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Акзябша III степени, депутат 4-го созыва парламента Народного собрания Республики Абхазия, патриот своей родины Сонер Гогуа. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти Сонера Гогуа. В соболезновании, в частности, говорится: ушел из жизни гражданин и истинный патриот, человек слова и дела. Государство высоко оценило заслуги Сонера Гогуа в политической и общественной деятельности, наградив орденом Акзябша III степени. Все знали Сонера Гогуа как открытого, трудолюбивого, отзывчивого и жизнелюбивого человека. Он мужественно прошел через все выпавшие на него
и на его долю испытания. Добрая память навсегда останется в наших сердцах. Искренне сочувствуем всех, кто знал и ценил этого достойного сына абхазского народа. Государственный комитет по репатриации выражает искренние соболезнования родным и близким. Это большая потеря для всего абхазского народа. Светлая память о Санере Гогу навсегда останется в наших сердцах, говорится в частности в траурном адресе. После выпуска новостей смотрите проект «Наши современники» из архива Абаза ТВ с участием Санера Гогу. Спасатели сообщают, 2 граждан Абхазии на досках для сапсерфинга, которых течением унесло в море, спасли в акватории Ачимчирского района, сообщает пресс-служба МЧС. Сотрудникам пограничного управления ФСБ России в Абхазии, несшим службу в территориальных водах, поступил переданный по линии МЧС Абхазии сигнал бедствия. В результате поисковых мероприятий были обнаружены 2 спортивных плавательных средства с 2 гражданами Абхазии, которые были доставлены на берег, говорится в сообщении. МЧС обращается к гражданам и гостям Абхазии с просьбой строго соблюдать правила выхода и нахождения в море, а также соблюдать меры безопасности при нахождении на воде. МЧС Абхазии в день пожарной охраны провело соревнования. 7 команд из каждого района состязались в подъеме по выдвижной и штурмовой лестницам, беге по 100-метровой полосе с препятствиями и боевом развертывании. Лучше всех выступила команда пожарно-спасательной части Гулрипшского района. Старались все команды, победил сильнейший. Руководителям подразделений есть над чем работать. Поздравляю всех с Днем пожарной охраны, сказал глава МЧС Лев Квицини. Председатель Национального совета общественной организации «Абаза» Карачаево-Черкесской республики Умар Кончев и другие видные члены организации прибыли в Донецк, чтобы выразить благодарность командиру интербригады Пятнашка Ахрявицба Абхазу за то, что он и возглавляемое им подразделение с 2014 года по сей день героически стоят на защите государственности Российской Федерации. Подробности в материале «Вести Карачаево-Черкесия». Желание отправиться в путь и встретиться с бойцами интернациональной бригады «Пятнашка» проявили многие из состава Национального совета общественной организации «Абаза» республики. Но это все же боевая зона. Поэтому была организована делегация из 3 человек. В Донецк направились руководитель организации «Абаза» Умар Кончев, председатель Совета ветеранов МВД Черкеска, депутат городской думы Ахмед Батырбиев и заслуженный мастер спорта России по боксу, призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Мурат Храчев. Они встретились с основателем и командиром легендарной «Пятнашки», героем ДНР Ахрой Авицба, известным как Абхаз. Ваш приезд воодушевляет, дает нам силы справляться с трудностями. Мы вместе с товарищами стоим на защите государственности Российской Федерации. В бригаде братские отношения, помогаем друг другу. Я от своего лица, от лица наших однополчан хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы приехали с подарками, за то, что вы посетили, это самый главный подарок, за то, что вы рядом с нами, и за то, что мы едины в правом деле. Спасибо большое. Ахра Авицба и его доблестные бойцы с 2014 года и по сей день героически и мужественно стоят на защите границы и самих граждан. Став командиром «Пятнашки», сумел сплотить вокруг себя совершенно разных бойцов, объединив их в добровольном стремлении к борьбе и к победе. Воины под командованием полковника Авицбы всегда оказывались на самых опасных и ответственных участках фронта. Вот и сейчас бойцы воюют за свободу Донбасса. В этом убедилась делегация нашей республики. Встреча прошла душевно, вспоминает Умар Кончев. Большинство находится на заданиях. Какая-то меньшая часть плюс штаб находится на месте. Мы виделись с теми, кто был там. С Ахрой виделись, с другими ребятами, которые так тоже знаем. Очень слаженная команда, очень профессиональные ребята. Мы разговаривали с некоторыми из них, которые прошли не одну войну. Некоторые. И достаточно они тоже не молодые, но очень подготовленные, уверенные в том, что делать правое дело, и уверены в победе. Участники делегации из нашей республики вручили бойцам памятные подарки, национальные гостинцы, еще продукты для восстановления сил, мед, сушеное мясо и варенье из малины. В сборе сувениров участвовало много человек. Им особая благодарность, отметил Умар Кончев. Там были национальные сувениры,
Там был национальный наш абазинский флаг, который Ахра говорит, ничего не надо, только флаг, говорит, абазинский можете привезти. У нас много абазин, говорит, да и нам тоже, говорит, он нужен. У них, вы знаете, символ пятнашки – это наша рука, открытая ладонь со звездами. Бойцы благодарили гостей за внимание. Это главное в их деле, рассказал, вспоминая встречи с ними, Умар Кончев. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Памяти ученых. 67-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия Академии наук Абхазии, посвященной 70-летию со дня рождения ученых-языковедов, героя Абхазии Вячеслава Бганба и кандидата филологических наук Эммы Килба, открылась сегодня в конференц-зале «Абиги». Сессия будет работать с 18 по 21 апреля. Подробности в программе «Амшахтыс» после выпуска новостей. 14 апреля в Абхазском государственном университете состоялось памятное мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения заслуженного работника высшей школы, кавалера ордена Октября третьей степени, кандидата физико-математических наук, почетного профессора АГУ Серапиона Сергея Романовича Кишмария. Почтить память ученого собрались руководство университета, члены ректората, преподаватели и студенты физико-математического факультета АГУ, друзья, коллеги и родственники. Сергей был добрейший человек, честнейший человек, обязательнейший человек, умнейший человек. Вот сегодня, к сожалению, Етерина Мироновна, значит, здоровье ее, как абхазцы говорят, его широко. Мы все это переживаем. Она точно такая, как Сергей. И добрая, обязательная, умнейшая, надежный человек, профессионал своего дела и так далее. В прошлом месяце мы приняли решение лабораторию молекулярной физики назвать именем Сергея Романовича Кишмария. Я думаю, это и для студентов, и для преподавателей, причем всего университета, не только физмата, будет служить тому, чтобы память о нем будет сохраняться. Ай, Сережа, Бафигу, лагом за Этериан, что девчат. Отметим, что приказом ректора академика Олега Гварами лаборатории молекулярной физики АГУ присвоено имя Серапиона Романовича Кишмария. Репортаж с вечера памяти смотрите в нашем эфире. 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест. В утвержденном государственном списке объектов историко-культурного наследия Республики Абхазия 1535 объектов, среди которых есть и объекты культурного наследия мирового значения. К самым известным и посещаемым святыням Абхазии относятся Патриарший собор в Пицунде, Илырский храм, Новоафонский монастырь, Анакопийский храм и храм Симона Канонита, Церковь Успения Святой Богородицы в Лыхны, Успенский Дранский собор, храм Святого Василиска в Каманах, Бедийский собор и другие. Кузня как место возрождения. В Абхазии активно развиваются традиционные ремесла. Связано это во многом с ростом интереса к истории и культуре своей страны. Растет спрос на исконно абхазское, активизируются мастерские, и у молодых людей возрастает интерес к ручному труду, который ценился во все времена. Мариана Котова побывала в одной из кузнец Сухума и выяснила, что сегодня кузнецом может стать даже девушка. Подробности в нашем репортаже.
Это механический молот. Всю самую тяжелую работу выполняет именно этот агрегат. То есть, когда мы говорим о кузнецах, уже не стоит представлять себе исполинских размеров мускулы и кувалды. Больших физических сил эта работа уже не требует. Выковать нож сегодня может даже девушка. Нет, это раньше было в старину, вот вручную ковали. Этой техники всего не было. Так вручную кувалдами, маленькими, большими молотками вот так вот ковали, вот, придавали форму клинка. Вот и есть вот в России вот девушки, например, которые вот занимаются кузнечным ремеслом, тем же самым Дамаск, мозаику вот куют. Есть очень профессиональные такие девушки, что вообще любому мужчине могут фору дать. Кузницы Абрскил начинали с художественной ковки, потом попробовали делать ножи. Спрос на них стал все больше расти, и кузнецы сосредоточились на изготовлении абхазских ножей. Как говорит мастер, он без труда узнает из всего разнообразия форм традиционно абхазский нож. Вот придаем такую форму клинка под абхазского, спокон веков, как раньше делали, абхазские ножи вручную ковали. Вот придаем такую форму. 100% могу сказать, вот посмотреть на нож, какой абхазский нож, а какой не является абхазским ножом. По форме. По форме рукоять, посадочная гарда, то же самое, вот клинка, вот, как вам объяснить сейчас, форма самого клинка. Вот спокойно можно вот отличить вот абхазский, не абхазский нож. Чаще всего в этой кузнице изготавливают ножи из дамасской стали. Она отличается многослойностью, которой добиваются многократным плавлением. На заготовку самого Дамаска уходит где-то сутки, это как минимум уходит на несколько клинков. Вот сколько раз его складываешь, вытягиваешь, режешь, складываешь, и столько слоев и получается. Там бывает 300, 400, 800, 1200, по-разному, вот основе зависит. Механический молот отбивает железо, а вот форму кузнец придает изделию вручную. Когда металл приобретает заданные размеры и изгибы, его закаляют в масле. Закалка делается для того, чтобы придать жесткость и режущее свойство, чтобы у него была как бы крепкая очень. Вот, она уже закаленная. Именно абхазские ножи сегодня все больше хотят приобрести местные жители для себя или в подарок. Но самые дорогие и красивые в коллекции кузниц – это подарки от российских и белорусских мастеров с рукоятками из зубов мамонта, которые добывают в Якутии. Традиционные абхазские рукоятки делают из рогов буйвола, тура, козы или дерева. Самые ценные изготавливают из корня грецкого ореха. В основном рукояти делали из, вот я вам сейчас покажу, вот классический абхазский нож. Классический абхазский нож – это дамасская сталь. Ну, тут тоже в очень многих попадается серебро и буйволиный рог, тур, козий рог. Именно такие классические варианты – это корень грецкого ореха, там, ну, такие твердые породы дерева. По словам мастера, его любимый этап – это изготовление рукояток и шитье ножен. А еще он придумывает новые орнаменты на основе древних абхазских символов. Вот на этом традиционном ремне кузнец поместил узор собственного дизайна. И есть такой у нас в Абхазии, слава богу, такой кожевник Эдем Когоня. Вот я к нему хожу вот именно по выделке сыромятной кожи. И на сегодняшний день вот эти орнаменты я придумал сам. Почему? Потому что у нас, ну, как бы старых деталей практически не осталось. Ну, вот это знак Солярий, солнце. Это виноградная лоза. Все молебни у нас происходят, ну, благодаря такому божественному напитку, как вино. Ну, как бы с этим ассоциируется. То, что я сам придумал, вот это вот моя работа, и выделка, и все. По словам мастеров, абхазские ножи универсальны. Их можно применять на охоте, в быту и как оружие. Но сегодня они все чаще становятся дорогими сувенирами и даже семейными реликвиями. У меня даже иногда такие заказы попадают, вот особенно взрослое поколение людей. Вот он говорит, для моего внука, чтобы осталось. И вы представьте уже, с какой душой надо к этому предмету относиться, что с одного поколения перешло на другое поколение. Это тот продукт, который ты не сделаешь быстро. По эскизам Батала Джапо здесь выковывают снаряжение древних абхазских воинов. Кузница Абрскил входит в союз оружейников Абхазии. Вместе со своими коллегами они восстанавливают историю страны, материально воплощая древние традиции. Марьяна Котова, Абаза ТВ. В
В храме в Москве прозвучала молитва на абхазском языке. Курсант военного университета имени князя Александра Невского Георгий Цвижба прочитал отрывок Евангелия от Иоанна на абхазском языке в храме священномученика Власия, принадлежащей к центральному благочинию Московской городской епархии Русской Православной Церкви. Их дзавайра дасхацаны лапхала дыздызкылаз. Анша их шараны ақалара амчрарыйте. Иоанн уи шахатра изиует, и бжирка юа ихроит, абар сарасызбах свахяз, исыштауа сапхяка дгут пасызжыз избанагзар уй сарасапхя дыхан. 13-й республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии «Райда» проводит 20 апреля в Сухуми Республиканский центр народного творчества Абхазии имени Ивана Кортуа. Гостями концертной программы станут хореографическая студия «Яйрума» и хореографический ансамбль «Ашара». Цели фестиваля – сохранение национального музыкального наследия, приобщение молодежи к народной музыкальной культуре, содействие развитию народного художественного творчества, стимулирование деятельности участников и руководителей фольклорных вокальных коллективов. Каждому коллективу будет вручен соответствующий диплом участника и памятные призы. Туризм, рейтинги и кофе. Сухум вошел в топ-10 городов с самым вкусным кофе. 17 апреля празднуется Международный день кофе. Пресс-служба российского сервиса бронирования жилья для отдыха twill.ru опубликовала результаты опроса, посвященному Дню кофе. В соцсетях был проведен опрос, в каком городе подписчики пили самый вкусный кофе. На первом месте оказался Санкт-Петербург. За этот город проголосовали 37% всех любителей кофе. На втором месте Сочи, который выбрали 25% кофеманов. На третьем месте Краснодар, 19 голосовавших. За Сухум высказались 13% подписчиков. Кофе здесь пьют черный, крепкий, в маленькой чашке, почти нет сахара. Самая известная кофейня – Брехаловка на Сухумской набережной. Здесь, говорят, не пил кофе в Брехаловке, не был в Абхазии, отмечается в сообщении twill.ru. Спорт. Развитие футбольной инфраструктуры республики обсудили глава Госкомспорта Абхазии с генеральным секретарем РФС, сообщается на сайте Госкомспорта. Председатель Государственного комитета Абхазии по делам молодежи и спорту Тараш Хагба в рамках рабочего визита встретился в Москве с генеральным секретарем Российского футбольного союза Максимом Митрофановым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов. Среди них паспортизация абхазских футболистов с российским гражданством, помощь Союза в развитии футбольной инфраструктуры в Абхазии во взаимодействии с ФИФА и УЕФА, возможность участия молодежных команд в юношеской футбольной лиге России, проведение международных детских турниров в Абхазии, взаимодействие тренеров, судей, скаутов, участие сотрудников Федерации футбола Абхазии в образовательных программах и приезд амбассадоров Футбольного союза в Абхазии, говорится в сообщении. Председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Тараш Хагба, президент Федерации футбола Абхазии Шабат Лого и его советник Дмитрий Куртава встретились с воспитанником абхазского футбола, легендарным спортсменом и выдающимся тренером, лучшим бомбардиром в истории клуба «Спартак», олимпийским чемпионом, чемпионом СССР, вице-президентом Российского футбольного союза Никитой Симоняном. Встреча прошла 17 апреля в Москве. Тараш Хагба представил легендарному спортсмену главу Федерации футбола Абхазии Шабата Лого, который был избран в феврале 2023 года. Симонян пожелал новому руководителю Федерации успехов в работе. На встрече речь шла о достижениях абхазских спортсменов, проблемах и перспективах развития спорта, а в частности футбола. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник в Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно гроза. Атмосферное давление понижено. Температура воздуха ночью 11-16, днем 18-23. Температура морской воды плюс 10. На
На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.